Хайырлы акшамлар, добрый вечер. На АТР Музмазлар, студия меня Джипар. Осман Пашаев. Наш сегодняшний гость, коллега и музыкальный продюсер Серан Мамбетов. Хош келдіңіз. Салям алейкум. Я первый раз на Шалиле побывал в 97 году, это было 15 лет назад. Вот что изменилось для вас за эти годы? Вот человек, который внутри и постоянно был в Шалиле, Знаете, который создавал это Шалиле. за 15 лет наши артисты стали более профессиональные. За 15 лет проект поменял свои форматы. Он когда-то был межнациональный, там принимали участие не только крымско-татарские исполнители, но и также и русскоязычные исполнители. Последние 5 лет он стал работать в формате крымско-татарской, развития крымско-татарской музыкальной стороны культуры. Вот будем Сколько так говорить. стоит принять участие в Шалиле? Знаете, это зависит от того, насколько мы приглашаем наших партнеров, которые нам помогают. Ну, вот так в среднем бывало $100, $200, вот так. То есть талантливый, неталантливый, там такса одна для всех, либо для более талантливых меньше, для менее талантливых больше? Знаете, дети все талантливые, как бы. Ну, сейчас у нас не только дети, сейчас у нас и взрослые исполнители. Мы же делаем отбор, как бы принять участие может любой. А другое дело, кто останется на вершине и кто выдержит этот момент. Насколько мне известно, последний Шалиле был отменен в связи с тем, что просто люди не пришли. Возможно, уже эти 15 лет конкурс изжил себя. Вы знаете, за последние 15 лет это уже не конкурс, это просто как бы хороший телевизионный концерт, в котором принимают участие. Как Может, бы, вот, уже финита? Не знаю, может быть, надо что-то делать новое, что-то придумывать. А есть мысли такие? Есть мысли, конечно, да. Поделитесь. Такой близ вопрос, все, прерываю. Дело в том, что мой вопрос был с продолжением. Что бы изменилось за 15 лет, вот что для меня запомнилось. Из тех артистов, которые были 15 лет назад на той сцене Шалиле, я помню, это было в Украинском театре в мае месяце, сейчас, по-моему, никого нет. Никто не стал большим артистом. Вот. Знаете, я помню только один коллектив, который был у вас, не знаю, почему он тогда оказался. Это коллектив вообще танцевальный, балет Ольги Борисовны Руссо, Music Safe. Вот все, что я помню. Как у нас был Руслан Квинта, он сейчас известный исполнитель. Но Руслан Квинта не ваш артист, он принимал участие. Приглашенная звезда был. Нет, он тогда не был звездой, это был приглашенный артист, который тоже начинал. Бучинская, Наталья, там кого еще можно из украинских перечислить. Ну, много артистов. То есть вы считаете, это тоже ваши, вами возвращенные артисты? Они начинали артисты? свое творчество из проекта Шалиле, и на тот момент мы выходили на Первом канале, мы конкурировали со многими другими проектами украинскими. Хорошо, есть те артисты, которыми вы гордитесь? Вот они начали в Шалиле, они нигде не были, кроме Шалиле. Все крымско-татарские артисты, которых мы сегодня можем перечислить, они все начинали в Шалиле. И вы всеми гордитесь? Не всеми горжусь, но всех, кого мы знаем, они все наши воспитанники. Вы были их личным продюсером? Я не был личным продюсером, я был продюсером этого проекта, который давал им, как бы раскручивал и давал им какой-то Вы предприимчивый продюсер? Ну, не знаю, смотря с какой стороны посмотреть. Ну вот с какой? С той самой бизнес-стороны? С бизнес-стороны нет, наверное. Все же у меня с бизнесом хромает немножко. А на что вы живете тогда? Как вы зарабатываете деньги? Знаете, понятие жить и выживать, как бы это... То есть вы выживаете? Ну вот мне не складывается впечатление, глядя на вас, что вы выживаете. Совершенству нет предела, так и в бизнесе, как бы, я больше творческая личность, занимаюсь творчеством, а бизнес это как бы вот... Кто ведает финансовой стороной тогда? А сегодня у нас есть компания такая, которая называется Крым Медиа Продакшн, которая занимается всеми финансовыми вопросами. То есть такой ситуации, классики жанра, вот предположим, я хочу петь. Прихожу к вам и говорю: Серан ага, я готова спеть на вашей сцене и готова щедро заплатить за это. Это меня сильно заинтересует. Так бывает? Именно особенно второе, да. Но это не значит, если, допустим, артист вообще не умеет петь, и мы его возьмем просто петь, если он заплатит если я денег. очень много захочу заплатить? Очень много. Ну, это после эфира вы обсудите, сколько ты можешь заплатить за то, чтобы спеть. Да. А у меня вопрос, у вас сколько сейчас фестивалей вам принадлежащих в общей сложности? Мы пытались подсчитать, по-моему, что-то упустили. Кроме Восточного базара, есть что-то в Старом Крыму, еще фестиваль Пешраф есть. Сколько в общей сложности? Ну, сегодня у нас как бы 3 основных проекта. Вот мы как бы остались на 3 основных проектах. Это Шалиле, Пешраф и Восточный базар. Это самый наш главный проект. А еще есть у вас региональный, там, Эскихрам, Керчь, по-моему, что-то есть еще у вас, да, по региону? Проводили, да, у нас было и в Черноморске проводили, Звездная гавань, у нас есть совместный проект с Питерсом, и Шансон Фасон, это совместный проект с Рос Рекордсом. То есть у нас много совместных проектов, где мы и зарабатываем, можно сказать так. А за счет чего вы зарабатываете? Вот расскажите эту схему бизнес-схему зарабатывания. А мы делаем полностью телевизионную реализацию проекта под ключ. Вот, допустим, в Ялте мы провели Шансон Фасон с Росконцертом. Они привезли артистов звезд, они полностью сделали телевизионную реализацию. Вы слушаете шансон? Слушаете шансон?
Слушаю. Я работал в ресторане долгое время, мне нравятся некоторые песни. Успенская нравится, Шафутинские. Так мы о схеме, Да, собственно. да. А Восточный базар приносит деньги? Знаете, вот мы со своим партнером уже 8-й год проводим и сидим и говорим, вот опять денег не заработали. Ну ничего, зато не денег есть слава. Это как бы такая шутка наша между собой. По идее, мы хотим, чтобы этот проект приносил, конечно, прибыль, интересный контент. Вот в этом году заявили купить его еще 4 страны, купить и заплатить. Я думаю, со следующего года он должен что-то приносить прибыль. А все 8 лет мы в основном вкладывали в этот проект сил, Мы заговорили о энергию. партнерах. Бывали случаи, когда они вас подводили? Бывали. Вот мне известен один из таких случаев, опровергните, если это не так. В 2010 году после Восточного базара гран-при составляло $30 тысяч. Да. Однако говорят, что этих денег Бельбек не получил. Бельбек не должен был получить эти деньги, потому что гран-при, $30 тысяч, это было гран-при, а Бельбек занял первое место. Просто не было гран-при, То есть гран-при так и никто не получил. не получил. В связи с тем, Потому что деньги не поступили на Нет, фестиваль? не поэтому. Да. Там нас партнеры подвели в плане по телевизионного проекта, они должны были нам, на сцена должна была быть другая немножко быть. По Часто свету, по бывают звуку. такие ситуации? Ну, это один раз было за 8 лет, этого достаточно. Сергей Андреевич, ну вот вы начинали фестивальную деятельность давно, когда таких денег в шоу-бизнесе, и в Киеве и другие деньги были, да, 15-20 лет назад. Но почему ни один из ваших фестивалей не стал там Юрмала или там Кремен Music Fest, там даже вот такого уровня, с Знаете, такой если- шикарной мы картинкой, сегодня говорим о- раскруткой там, и когда называешь, и все знают, да, что это за фестиваль. Я понимаю. Вот мы сегодня как бы делаем упор на Восточный базар. Это сегодня, по большому счету, по даже телевизионному охвату, мы на втором месте после Евровидения, это могу смело заявить. У нас покрытие более 500 миллионов. Картинку в этом году мы сделали так, мы постарались сделать достойную. Естественно, у нас не такие финансы, как у наших коллег, но я думаю, что в этом году мы выглядели уже более достойнее. Сколько стоит провести Восточный базар? Сегодня, вот Сегодня. сколько нам обошелся сегодня? Вас всегда интересуют финансовые Ну, вопросы, конечно. да? Сегодня 500 000 Полмиллиона гривен, да? То есть Да. в то время как Да. Music Fest 17 миллионов евро. Да, вы знаете, это фантастический бюджет. Мы вообще нужно в книгу Гиннесса занести по бюджету, что за эти деньги можно что-то сделать. Никто не поверит, а вот мы сделали. То есть интересно, если вам давать еще 16 950 тысяч, 16 950, да? Вы за 50 тысяч евро проводите, Усман, да? я всегда говорю, что когда нет денег, надо включать мозги. То есть если То они есть там... все фестивали Вы их Сейрана включаете Мамбетова по со полной, включенным мозгом сделаны. Конечно, да. А вам бывало стыдно за артистов, которых вы вывели на сцену? За тот репертуар или Бывало. за... Конечно, бывало. Вспомните что-нибудь? Ну, последний раз был немножко стыдновато за нашу крымско-татарскую артистку на Восточном базаре. Но она выглядела немножко бледновато на фоне других артистов. Это Очень. о ком вы сейчас говорите? Ну, Азиза, допустим. Да? Да. Как раз я слышала совершенно противоположные мнения, что она была очень яркой исполнительницей. Конечно, а вы И не еще, смотрели? вот, кстати, один из моментов... А давай вот здесь закончим. Как бы тема, она Нет, была, что... тут о том, что Ибрагимова, точнее, есть исполнительница, которая пела авторскую песню. Вроде бы как согласно условиям конкурса, поется только народная песня. То есть авторская не может быть. Может быть и авторская песня, если она написана в народном стиле. Ну, Ну, наверное, теперь я Азиза ответила. все-таки не та артистка, за которую может быть стыдно, тем более после X-фактора, наверное, да? Ну вот мне этот раз было как-то немножко стыдновато за нее. Ну как, в каком плане стыдно? Просто мне было обидно, что как бы вот мы крымские татары не представили достойного артиста на этот фестиваль. Вот мы занимались как-то фестивалем, а подбором своих артистов немножко в этом моменте у нас было упущение. Я Поэтому... просто года 3 назад, когда услышал в интернете, по-моему, это тоже ваши исполнители. Севинч, да, была такая группа? Ну, Севинч как бы не наши исполнители, они как бы принимали участие в нашем проекте, да. Да, с песней на перепев Ингрид «Сенсиос Берден». Ну, я говорю честно, это не преувеличение, я вот едва не упал со стула, когда слышал такое, и, ну... Ты знаешь, Усман, перепевать можно, знаешь, и турецкая эстрада развивалась. Нет, о том, что они перепевать, Просто было даже перепевать очень Они можно. постоянно перепевали Перепевать и можно. переводили это. Сезен Аксу сколько перепела, но это Да. же не вопрос стыда за то, как это А, делается. вот это другой вопрос уже, конечно, да. То есть вам не стыдно за такие исполнения? Знаете, я вообще не люблю попсу, я слушаю серьезную музыку, Какую? джаз-рок, поэтому как бы я сам музыкант, и поэтому люблю как бы серьезную, хорошую музыку. Шансон-фасон? Что такое серьезная А шансон музыка? фасон это как бы это такое, серьезно. Это когда расслабляешься иногда и слушаешь. Что да. такое серьезная музыка? А серьезная музыка это джаз-рок, фанк-рок, вот такое. Да. Много лет со сцены Восточного базара мы привыкли видеть одну несменяемую ведущую Альмаз Мамбет. Почему в этом году не она? Ну, знаете, фестиваль растет, и мы тоже как бы делаем шаг вперед. В этом году у нас вообще были очень интересные ведущие, особенно, допустим... Вы выросли из Эльмаз Мамбет?
Ну, наверное, надо что-то менять, что-то То есть делать. она да. не дотянулась до Не то, что не уровня дотянулась, она этого уже у нас не года. работает, по крайней мере. Но это же лицо, Да. многолетнее лицо в Ну, как вашем многолетняя, фестивале. но она Да. как-то работала, а теперь уже не работает в нашем проекте. Вот У мы нас пытаемся компания. понять причины Да, вашего да. расскажения. Почему вы расстались вы расстались Ну, с да, у Ильмаз меня много Мамбетовым? людей работало на протяжении этих лет. Одна из них Ильмаз Мамбет. Ну, просто Ильмаз Мамбет, может быть, как-то вот была, может быть, более ярче, чем другие, поэтому ее запомнили. Было много эфиров. Просто Ильмаз Мамбет попал в тот момент, когда мы на государственном канале организовали главную редакцию музыкальных программ. И очень много эфиров у нас было. И поэтому как бы вот Ильмаз приходилось заполнять эти эфиры, поэтому вот она запомнилась многим. Бюджетные деньги выделяются на проект Ну, знаете, «Восточный базар»? в этом году вообще из бюджета ни копейки не было выделено. То есть власть не поддерживает этот проект? В этом году власть не поддержала. Единственное, я благодарю там Иофия, господина, который пришел и хоть там выступил с речью, уже приятно было, что власть как-то хоть вот... Моральная То есть поддержка. своим С моральной присутствием он поддержкой, да, да. И поддержал, также и Ереняка, первого зама, вот они вышли в этом году, открыли фестиваль. Хотя было немножко затяжное их выступление, но тем не менее, как бы вот... А в былые годы, то есть Министерство культуры финансировало ваши Просто проекты, 10 да? тысяч гривен выделили. А до этого? А до этого вообще ничего не выделялось. Всего 10 тысяч гривен за Да, все ну, время? что, да, Да. это смешно, да. Так а почему, собственно, чем вы это Вы объясняете? знаете, в этом году мы получили письмо от министра культуры, где она написала, что у нас вот есть проект, который называется Music Fest, он более рентабельный, более интересный, а мы считаем, что как бы бюджетные деньги, там, которые вы просите нас, не рентабельно использовать на такой есть- фестиваль, как Восточный базар. Хотя по охвату, по телевизионному покрытию и по контенту, который там был, это намного было А интереснее. сколько намного каналов купили, вы интереснее. сказали, в этом году право на трансляцию? Ну, в этом году на 5 каналов. Это каналы каких стран? Это канал, значит, Молдова у нас покупает в этом году, Белоруссия уже будет, ну, Белоруссия третий год, она как бы участвовала, ну, в этом году она уже будет покупать и платить за эфир. Ну, естественно, турецкий канал ТРТ Аваз, значит, казахский канал, киргизский канал. И сколько стоит право на трансляцию? Знаете, у нас мы со всеми по-разному договариваемся, поэтому сейчас, если озвучить... Ну, можно из сумму, захвата. У Турции самый большой охват, у Молдовы самый маленький охват, да? Вот вы исходите из этого, наверное. Какая вилка? И из этого за- исходим из-за того, как бы мы в любом случае заинтересованы, чтобы этот продукт транслировался на каналах, поэтому даже если дадут минимальную сумму, все равно его как-то За $1 продаем. продаете право? на Ну, не за трансляцию? $1, понятное дело. Ну, то есть это сумма, которая позволит Ну, сумма выживать там, фестивалю? Или нет? Сумма 20-50 тысяч долларов. 20-50 тысяч долларов. Да. То есть Кроме телеканалов, трансляция в онлайн. качестве партнеров, кто еще выступает? Организация Тюрксой. Это Совет тюркских министерств культур, которые каждый год ежедневно выделяет гран-при $5000. Это государственная организация? Либо... Это государство, это Фонд. Это нет, это организация, которую создали турки, и туда вошли вот все эти тюркские страны, да, Тюркоязычные тюркоязычные страны, Министерство культуры. Ну, как бы она общественное государство, наверное, будем То так есть вы говорить. претендуете на создание такого тюрковидения, да? По-моему, это была не первая попытка сделать что-то такое в тюркском мире. Это не был- тюрковидение. У нас же принимают участие не только представители из восточных и азиатских стран, у нас представители также из европейских стран. Мы как бы делаем упор на этнопоп, на этнофольк, этноджаз, вот такое, чтобы как бы вот, если, допустим, в Юрмале там, или на Евровидении поют кавари, да, на английском языке все, да, в основном, а у нас они поют вот именно, каждый представитель представляет свою родную, как бы представляет свою страну, поет на родном языке. Вот в этом уже как бы фишка. Но почему вы вот из турецких, я никогда не видел на ваших фестивалях турецких суперзвезд, хотя это, наверное, здесь было бы интересно. Ну, не знаю, Таркан, Мурат Босс, кто там, Хадисе. Знаете, как бы мы Морриот, если вообще какие там были отказались от группы? того, чтобы как бы делать ставку на хедлайнеров, да, допустим, если... Но они же ну, привлекают внимание. Они привлекают внимание, да, но не угнаться, да, если бы у нас был Крым Music Fest, да, и там было более 20-35 да, звезд, там как бы первой величины, мы на это не делаем акцент. Мы делаем акцент на то, что каждая страна как бы привозит свою звезду. Турки привозили как бы тоже определенно своих звезд, но не такой первой величины, как Таркан, там Мустафа Сандал, а ну, достаточно как бы известных исполнителей тоже. И каждая страна приводит свою звезду. В этом тоже как бы фишка есть. По крайней мере, они гораздо интереснее поют и гораздо как бы интереснее для нашей публики. Интересно, как Гюнай, например. Ну, Гюнай это отдельная история. А расскажите нам эту историю. Вообще, когда мне сказали, я тоже еще не жил в Крыму, и приезжая здесь, увидел эту звезду тоже вашего
одного из Турецкая фестивалей. эстрада. Знаете, То есть Гюнай я это- попытался найти вообще, где он звезда, как, и Да, и что турецкие источники не дают вообще А, ссылок на звездность. Гюнай, да, он артист не первого эшелона, а второго эшелона в Турции, но это один из первых второго, турецких- да? Второго эшелона, да, конечно, да. Но это один из тех артистов, который как бы стал работать в Крыму, стал петь крымско-татарские песни, пытается петь их, делать какие-то ремиксы свои, и поэтому мы его запомнили как вот первого артиста, который именно вот как бы вышел с такой инициативой, будем так говорить. Как бы не каждый турецкий артист приедет, да, и сам вот оплатит свою фонограмму, так, то есть Гюнай приезжает сюда, он не зарабатывает денег, да, он просто как бы себя популяризирует и популяризирует как бы. Поэтому мне вообще крымско-татарскую. интересно, что он вообще делает, чем он занимается, и на чем он вообще зарабатывает деньги, и откуда он взялся. Взялся из Турции, понятное Да? дело, со Стамбула, да. Мы Точно. его пригласили, да, он... Пригласили вы его? Его пригласил в свое время Сметзатов. Сметзатов, да. Наш А где компаньон, он его партнер. нашел? А в Турции он работает при Министерстве культуры Турции. Гюнай. Да, Гюнай работает там на правительственных концертах. Ну, его, в принципе, там знают. Я не сказал бы, что он там неизвестен. Он известный там так. Ну, во А втором почему эшелоне. ссылки все только на крымско-татарские на него? Знаете, он здесь больше прославился. Здесь его больше знает, наверное. То есть, видимо, так Крымско-татарской прославился, среде, что да. Google индексирует Гюная только с Ну, это Крымом. считается, что мы смогли раскрутить какого-то артиста. Ну, я думаю. Кстати, о раскрученных артистах. На вашем счету уже есть проекты, а персоналии, да, то есть отдельные певцы, певицы на вашем счету есть? Кого продюсируете вы? Знаете, я артистов не продюсирую и не пытался никогда Это продюсировать. принципиальная позиция? Это принципиальная позиция, что продюсировать артиста, надо все бросить и заниматься только его продюсированием. Мы продюсировали свои проекты телевизионные, в которых артисты принимали участие. Ну, естественно, соответственно, они раскручивались через эти проекты. Помните, была такая ситуация тоже года 3 или 4 назад, когда в интервью, это мое было первое интервью с Джамалой, она как-то высказала такую обиду на Крым и на Шаляле, что у нее не было много возможности попадать, не обходили ее вниманием, хотя вы мне потом привели аргументы, что она выступала и не раз Конечно, на у меня Шаляле, даже да, видео но, есть, но она не стала известной здесь, ее никто не знал, не помнил по вашим конкурсам. Знаете, когда и- Джамала появилась, я сейчас расскажу, она занималась у Сервера Кокуры, Ага. а стихи писала Ольга Голубева. Мы тогда общались с Михаилом Михайловичем, тоже он был директором Дворца культуры профсоюзов. Мы как-то дружили, у нас была еще там артистка такая покойная, Валерия Первых, то есть у нас были совместные проекты. И тогда вот они предложили как раз Сусанну Джамалединову, она пела, помню, Давайте песню. проще. Вам не обидно, что не из ваших рук она стала известной? Вот как бы не из вашего Знаете, конкурса, мы фестиваля? как бы- Или вам безразлично? Там, $100 заплатили, попали на конкурс, не заплатили, не Руслан, попали не на так. конкурс. Просто, понимаешь, мы как бы даем вот первый толчок даем мы. Вот мы на определенном уровне дали артисту толчок. Если он прорвался дальше, ну, считается, если он не прорвался. То как есть Джамале толчок вы дали? Не, мы ей давали возможность, когда она была юной девочкой, она принимала участие, она спела, как бы демонстрировала свои возможности, поэтому мы с ней плотно работали в свое время, как бы мы ее и познакомили с Геннадием, спокойным Геннадием Асатуряном. Я ее знакомил тогда, ее папу, просто он работал тогда плотную с нами. Тогда он стал ей делать аранжировки, тогда она полюбила, что такое джаз, и поняла, что это такое, и вот то, что мы сегодня маем Джамалу, вот, именно, наверное, благодаря это все же А со уже старанием как Геннадия звезда Асатуряна. такого уровня она бывала на ваших фестивалях? Пытались вы ее пригласить или сейчас не Пытались, сотрудничаете? Знаешь, пытались пригласить. И теперь и- она выставляет сумму? Теперь она выставляет сумму, да. Ну, Как, эта как сумма, все да. фестивали сразу, да? Да. Да. Или какая Да, сумма? Джамала, кстати, когда у нас принимала участие, она не оплачивала. У нас не все же оплачивали. Знаете, мы были на государственном канале, да, а государственный канал не имел бюджета, как бы вот делать аналогичные проекты. Поэтому артисты как бы сами оплачивали за счет этих фондов. Мы арендовали и зал, и свет, и звук, и все остальное, и саму телевизионную съемку, И которую мы сколько делали. стоит участие Джамалы в фестивале? А вот как и мы в прошлом году, наши администраторы связались, они сказали, что участие Джамала на фестивале будет стоить $4000. Ну, мы Ну, как-то- это вам со скидкой, по-моему, еще предложили. Ее вариант. присутствие на фестивале. просто как- присутствие. Как в жюри, да. Вы знаете, у нас Олег Скрипка готов был бесплатно приехать, там Азиза бесплатно приехать, ну, как бы тоже не менее известные артисты на фестивале, да, и то мы думали, брать их, не брать, как бы. А некоторые готовы были даже заплатить. А что же вы такую так сумму, чтобы- раздумываете? Скрипка, ну ладно, Азиза, это, Ну, это уже сбитый летчик. в нет, принципе. нет, это не сбитые летчики. Ну как не сбитые? Не, Все, кто в проекте уже суперстар были, по-моему, это уже сбитые летчики. Да? Мы же понимаем, о чем Нет, речь. так не Скрипка считаю, нет, как- да, скрипка это рок-музыка, этно-рок-музыка. Это да? рок-музыка, он английский. И вы поэтому- думаете, он
бесплатно готов приехать, а вы думаете, А, надо, нет. он не нужен, он нам не Нет, нужен. нет, здесь как бы... Вы сноб. Нет, здесь были другие проблемы. Здесь были проблемы финансирования его приезда, прилета на самолете. И мы посчитали, что нам по бюджету мы не вытянули просто даже, Перелет вот не такой, пере- даже такой момент, да. Нам было сложно как бы вот всегда, поэтому решили отказаться. Ну вот когда приходят вам юные мальчики и девочки, вы же можете уже заметить, что да, ну этот пусть платит и попадает на сцену. Это тоже Вот форма запомни раз и заработка. навсегда, запомните, мои дорогие А коллеги. этот- все дети талантливы. Все Все? дети талантливы, да. Один талантливый математик, второй талантливый химик, да. Заплати за Вы него. сейчас отучи- Олимпиаду по химии проводите, да? И по математике. Заплатите, Вы, отучите в Кембридже, да, или где-то, да, и он будет талантливым. Все дети талантливые, да. А сегодня надо платить не потому, что я у такой, вас, да. у вас всего там 1-2 критерия, по которому вы подходите, да? Это, наверное, вокальные данные. И ну, может быть, платежеспособность. нет, артистизм. Я не так цинично подошел к этому. А артистизм это все-таки шоу, это сцена, Ну вот да? он пришел, да, он это не талантливый оперная. мальчик, я понял, Осман. Он Да. пришел талантливый мальчик, да, вот он, ему надо сделать нормальную фонограмму, нужно на это финансы, ему нужно нормально одеть, ему нужно сделать хорошую телевизионную съемку, за это тоже надо платить. Ну, мораль всей басни такова, что без денег нынче никак, да? То есть и звездой без Ну, это денег ты понятно, не это даже станешь. банально, это же банально. Это, конечно, везде Ну, так. вот у вас И есть это не какая-то только- Подождите, а конкретная Лена цифра? Калиденко ставила мюзикл «Пав» в Киеве, да, дорогой мюзикл, не очень рентабельный, может быть. Там Джамала спела, на тот момент еще Сусанна Джамаладинова, спела у нее все партии всех женских ролей. И Лена Калиденко, тоже продюсер, решила, вложу-ка я свои там 20-30 тысяч долларов для участия только в одном конкурсе там Юрмала. Ну, понятно. Вложила? потом вложила. Бесплатно же было. Нет, и попала. И попала, да, попала. То есть, считается. у вас не было вот такой амбиции? Вот вижу, вот из всего, что мы видим, самородок, звезда, да, вот да. самородок такой, что он Ты выстрелит. понимаешь, И- Осман, я говорю, что я как бы не продюсер артистов, да, я больше продюсер телевизионных проектов, поэтому я даже и не старался. Поэтому вкладывать эти в личности артистов. вам безразличны, да? Не- Выстрелят не- они, не выстрелят. не И безразличны, такой естественный конечно. отбор, музыкальный дарвинизм, да, вот как бы сами. Мне интересно сделать музыкальный проект. Вот мне вот это больше сделать интересно, да. А артист, если он сам выстрелит, это, ну, а заниматься вплотную артистом я не хотел. Многие артисты назвали меня своим продюсером, но я никогда им не был просто. Я не хочу им быть просто. Мне вот и в ухо Это- подсказали, они не раз в Ньюзруме спросили, всем интересна судьба группы Джанай. Куда делась эта группа? Вот был такой проект, мы его делали «Спокойным дядь Геной». Ты знаешь? Впервые слышу. Ну, извините, если буду некорректен, сказали, что это аналог «Поющих трусов», только еще в ранние годы и на крымско-татарской сцене. Да? Да. Это был не аналог, конечно, девочки не были настолько раздеты, насколько раздеваются сегодня поющие трусы. Но мы делаем Да, скидку да, на Крым, что здесь... Ну хорошо, Это да, так, ну понятно, наверное, да. был пик раздела. Это был, можно сказать, это был первый крымско-татарский такой женский коллектив, там С перчинкой. подобие блестящих, там, будем говорить, там стрелок, вот такое было, так, 5 девчонок. Из этого коллектива только вот вышла, кто остался, Эльнара это Кучук, Эльнара Кучук. Остальные девчата как-то вот, ну, кто-то поет, кто-то уехал, разъехался, кто-то просто, ну, не стал петь. Просто у нас, кстати, почему? вот тогда нас подвели партнеры. Да, были Тогда партнеры, с чем? которые С были, раскруткой группы? которые должны были вложить в этот проект деньги. И сколько должны были вложить? Ну, они должны были вкладывать на фонограммы, там, на пошив костюмов. Но и был на бюджет всё вообще остальное. раскрутки, Да, да? был бюджет. На тот момент, по-моему, составлял порядка, в год, по-моему, порядка 10 тысяч долларов. Это было немного даже. Там И фонограммы. это должна всё- была всё. стать вторая Виагра в Украине, да? Крымско-татарская. Ну, нет, крымско-татарская первая. Ага. Ну, в смысле, первая. Да. Они пели принципиально на крымско-татарском языке. Это был чисто такой крымско-татарский проект. Ну, вот он как бы... А как публика воспринимала? Заказывала на корпоративы, там, не знаю, свадьбы? Уже начали заказывать и корпоративы, и свадьбы, ну, как бы вот он не дошел до этого. Он А просто шел идеи в возобновить этот как проект или новый создать не было у вас? Ну, раз так популярно это. Ну, вы же предприимчивый продюсер. Можно и заработать. Ну, знаете, идеи... Я просто решил больше с этим не связываться никогда. Почему? Да, не связываться, просто не терять зря времени. Вот не хочется мне этим заниматься. Мне Из хочется каких-то заниматься морально-этических соображений или из каких? из финансовых. Ага. Да, и А, временных, будем так то есть говорить. вы что что-то потеряли? Не хочется терять время, как бы вот на всякие... Вот, как бы надо заниматься одним чем-то. А провальные проекты были у вас? Что вы вкладывали и, ну, не Нет, отбили? ну принципиально же не Знаете, заниматься вот- личностью. Нет, я спрашиваю, Провальный вообще есть фестиваль? ли, Ну, да, этот проект тоже что-нибудь? можно сказать провальный. Знаете, я вложил туда не деньги, да, я вложил свой интеллектуальный труд, время. Это тоже считается, если это как бы не совсем. На тот момент, может, это выстрелило, может, оно, ну, А как бы финансово провальные проекты у вас были за 20-летнюю историю были, шоу-бизнеса? конечно, и часто бывает, как бы вот много проектов, какой-то провальный, какой-то. Самый провальный какой был?
Ну, Восточный базар, как бы, вот у нас не коммерческий, у нас пока в финансовом плане он провальный, будем так говорить. Ага, и что? То есть он успешнее с каждым годом становится визуально, да? То есть, как бы, Визуально, да, а в финансовом плане как по бы вот- престижу он интересен, но по финансово он убыточный. Ну, Хорошо, тогда что прибыльное? Что из ваших прибыльное? проектов? Прибыльный проект, который мы работаем с россиянами, с киевлянами. Вот то, что Это мы делаем. шансон фасон? Да, то, что мы работаем с Росрекордсом, Звездная гавань, Шансон Фасон и другие проекты, то, что мы А вот делаем. Диляра Махмудова это тоже из ваших артистов, да, выросшие? Ну, как бы они все, да, все, кто сегодня Девушка из есть, клипа? и как бы, ну, Клип с Селяви. Вот, ну, мы не будем его сейчас обсуждать, мы хотели бы его обсудить, конечно, с самой исполнительницей. Как вам, как музыкальному продюсеру, сам клип? Селяви. ну, там, Селяви. кое-что мне понравилось, кое-что не понравилось. Будем что так вам говорить. понравилось? Что понравилось? Ну, понравилось качество съемки, как бы уже отснято в более таком серьезном формате, что не на понравилось? серьезной технике. Ну, где-то не понравилось мне, как бы, ну, смысловая нагрузка, где-то какие-то банальные моменты такие были. То есть, А что, ну, какие смыслы вы увидели? Если человек что-то делает уже, я уже это приветствую. Как бы, вот она одна, вот единственная, можно сказать, за последнее время сделала какой-то клип, да, постаралась сделать. А Какой он сколько плохой, стоит такой хороший? клип сегодня? Делал его не я, но я думаю, этот клип, ну, бюджет этого клипа порядка там 1500-2000 долларов. Такой этот клип у нас здесь. Я так думаю. То есть, вот такой клип мы сможем сделать за эту сумму. Но обратилась она не к вам. Нет, делали его. А почему? Абсолютно другая компания. Почему не к вам? Ну, в принципе, она даже обратилась бы к нам, мы не взяли бы за это, потому что просто не было времени. Было много других проектов, мы не взяли. А почему не к нам? Ну, это надо у нее спросить, А наверное. вы бы постельные сцены по-другому сняли бы? А я бы их не снимал просто. Почему? Это надоело уже. Вот. Да? Мне это надоело уже. Вам надоело, потому что вы Мне много надоело это сняли смотреть. такого? Мне Нет? надоело это смотреть. Это Ага. уже неинтересно, мне кажется. А что интересно сегодня? Что интересно... Какой сюжет интересен всегда, предположим? Знаете, если бы я сегодня снимал бы клип, знаете, я ушел бы от этих бы постельных сцен, от этих сцен с телами. Я больше бы как-то выстроил бы сюжет какой-то, вот сюжетный, больше бы как фильм, чтобы это... И как бы, не мельтешить этими планами, да, а вот именно побольше задержку сделать на раскадровке. Ну, А внешние данные для артиста важны? конечно, знаете, внешне для артиста, для ведущего, знаете, зрители всегда любят красивое, да, вот они переключают кнопку, увидели красивых, интересных ведущих, они остановились. А вы любите Прису- красивых женщин? Ну, конечно, я же нормальный мужчина. А кто их не любит? Не знаю, Усман. Конечно, тебя смотри, складываются отношения? какая супруга в прошлом даже, по-моему, телеведущая проектов очень многих, да, ваших? Сусанна же? Да, Сусанна Хамовна, Кстати, да, почему вы отказались от ее услуг? Мне очень нравилось, когда я жил в Крыму, вот ее видение. на самом Вот деле. Сусанна, я ее уговаривал, она сама не хотела. Я говорю, Сусанна, ну давай, у тебя как бы и фактура есть, там и голос приятный, мне нравится. Она говорит, все равно я не успеваю. Она работала в новостях всегда, и как-то вот ей сложно было совместить. Потом это, говорит, не мой Миша. В новостях и в то же время, говорит, веду, говорит, как музыкальный проект. Это, Сколько у вас говорит, детей? Давай, если уже о ведущей говорим, мы как перескакиваем. Я не могу сконцентрироваться на том, чтобы мозгозлома. Концентрироваться. То есть 5. сейчас... 5 детишек у меня. Ой. Уже взрослых, да. То есть, Машалла. да. А раскручивать детей своих желания есть? Знаете, я не хотел, чтобы они пошли все в музыку. Вот почему-то не хотел, чтобы они были музыкантами. Ну, из 5 хоть заним- кто-то ж может, Да. наверное. А так получилось, что старший сын мой вот уехал в Киев, он больше телевизионщиком, там пишет рэп, что-то такое, хотя мне это не очень нравится. То есть рэп-музыка это не ваше. Это не мое, да. Вот он читает рэп там, и вот сейчас в Киеве стажируется на канале 1+1. Отключимся немножко от темы музыкального продюсинга. Правда ли, что вы претендовали на то, чтобы быть руководителем дирекции крымско-татарского вещания на гостелерадиокомпанию «Крым», что была такая идея вам возглавить эту? Вы знаете, когда у нас вот были вот эти баталии, это много лет назад, и, значит, это долгая история, как бы Меджлис как бы выбрал свою кандидатуру, а коллектив выбрал как бы кандидатуру мою. И вот как бы Сиран вот мне сказали, сможешь ты это возглавить, мы хотим, чтобы это было ты. Ну, я тогда просто как бы не отказался, я сказал, ну хорошо. Ну, я знал, как сделать тогда это А вы ходили на собеседование в Меджлис? Да, ходил. А потом, когда как бы вот Мустафа Джемилев там и Ремзилят сказали, Сиран, откажись, как бы вот решение Меджлиса, чтобы был. Я сказал, ну, пожалуйста, говорю, знаете, на эту должность надо просто уговаривать человека. Потому что я Но на знал, собеседовании в Меджлисе вы были? конечно, был. Я хочу просто одну деталь уточнить. Правда ли, что всем претендентам ставилось условие, чтобы, например, Лилия Буджурова не работала в рамках Нет, редакции? Не было они такого? не успели такое еще поставить, как бы они просто с нами побеседовали и решили, что будет То есть все это Ислам слухи? Кишвеев, да.
Ну, по крайней мере, сегодня, мне в такое не сегодняшней ставилось. программе мы опровергаем все слухи, которые связаны с тем, Мне что такое не А Меджлис слухов ставил много? А как он условия. может поставить условия, если они еще как бы, у них уже был как бы, ну, выбранный кандидат, ему, может быть, они ставили, но нам, мы как бы... Нет, как претендентов на кандидаты- те собеседование для чего проводится? Для того, Нет, чтобы нет, понять вот и дать это- установки, да? Таких какие? вопросов не было. Да, таких вопросов не было. Я что-то прервал. Да, я хотела вот семейную тему продолжить. Ты Ну, прервал. вот 5 Давайте детей, один в семейную Киеве, рэп, второй. Можем Чем по порядку. занимаются остальные? Да. А остальные у меня учатся. Вот старший сын тоже как бы вот у меня стажируется на телевидении, работает Имер. Ильфан еще школьник. Дочка у меня замужем, старшая самая, и младшая дочка еще в детском саду. То есть у меня разбилка очень большая между детьми. Замужем дочка, а сколько ей лет? 21. А, Но у меня 2 детей от первого брака. Да, вот так получилось, что у меня было 2 брака, и вот и 3 детей от второго брака. Вы Вот с ними так. много времени проводите вместе? С детьми нет, к сожалению, мало. Я больше на работе. И вот, Так, может, как-то- решите просто взять их и в проект внедрить, например, какой-нибудь, и больше времени будете проводить вместе? В проект какой-то, я не знаю, как-то об этом не задумывался, но вот, ну, дети как бы вот и старший сын, и второй сын, они как бы уже больше телевизионщиков, уже как-то вот Как вы стараются. отдыхаете? Как я отдыхаю? Это для меня сегодня нормально это прийти домой, как бы вот в семью включить телевизор, лежать там, пить чай, общаться с женой, с детьми. Вот это для меня нормально отдых. Выехать куда-то, я как бы часто выезжаю, и так в командировки, на разъезды, на всякие фестивали, поэтому для меня отдых это самый лучший дома. Хотя мне жена постоянно говорит, давай куда-то выйдем вот, вместе с семьей. Бывает Хорошо, такое, редко, для- конечно, да. Это Для мое упущение. мужчины с 5 детьми, вот какие финансовые потребности? Вот сколько вы должны на этих фестивалях, конкурсах и прочих заработать, чтобы себя спокойно чувствовать? Ну, уверенно, учитывая, что Знаете, дети вот учатся я там, тот кто-то человек, в Киеве, я к кто-то деньгам здесь. отношусь очень ровно, я их не Вы люблю можете просто. с ним ненавидеть деньги, Да. но никто Они их не нужны, отменил, да? Да, вот. да, Функциональность. Нет, я к ним очень Есть. ровно отношусь, как бы, и если они вместе, я их трачу, как бы. Ну на вот детей. вам А для де- того, чтобы дети- ваши дети и вы спокойно себя чувствовали, вы могли себе позволить соответствующий уровень жизни, да, спокойный, да, при такой, ну, как бы, нелюбви к деньгам, которые у вас есть. Никогда не их там- задумывался об этом, Усман. Никогда не То задумывался, есть вы не сколько мне считаете, нужно того, денег. что вам надо 1000, сколько мне 2, нужно 5 денег тысяч для долларов в полного месяц? счета. Вот они у меня есть сегодня. Сколько Для есть, неполного, столько есть. для неполного. Для неполного. Да, для Никогда не неполного. задумывался, Усман, какую сумму. Никогда даже вот, ну, не вел бюджет. Вот сколько вот есть люди, которые как бы ведут семейный бюджет, да, вот для нашей семьи нужно как бы как минимум там 2000 долларов там, или 3000 долларов, чтобы на то-то, то-то. Бюджет расходов либо бюджет доходов ведете? Ни расходов, ни доходов, знаете, я никогда не вел и не веду. Вот может это плохо или хорошо, я не знаю. Так а кто же все-таки за финансы у вас в семье? Вы или Сусанна? Ну, как-то у меня больше, наверное, супруга. Вот, она у меня тоже как бы и работает, То и есть, зарабатывает. естественно, уточнять, Да. сколько вносите вы в бюджет, надо у нее, да? Знаете, в Это- какой-то момент, когда вот у меня были пролеты, как бы и Сусанна вытягивала бюджет, супруга моя. Поэтому у нас здесь в этом плане как бы вот 50-50. Ну, у нас, мы в прошлой программе с Аминявой Милевой выяснили, что она просит деньги у мужа. У вас наоборот? У меня бывает, когда я тоже говорю, Сусанна, дай 200 гривен на бензин. Ну, тут нету денег. Ну, бывает такое, ну, а почему бы и нет? Ну, вы же сейчас, по-моему, весь музыкальный продукт, который есть на гостелерадиокомпании «Крым», да, это ваш продукт, вы обеспечиваете Ну гостелерадиокомпанию. да, ну, некоторые программы, которые покупает канал, там, там у некоторых каналов, ну, 90% будем Да, говорить так, что наш то продукт, да. есть и ваши, ну, можем назвать их завистники или недоброжелатели, или просто люди, которые говорят. Люди же всегда говорят, да, за спину. Могут сказать, ну, это каналу выгодно, Сиран приносит много денег каналу. Вот поэтому мы пытаемся вот в ваших финансах покопаться, да, посчитать деньги в чужом кармане, сколько вы кому приносите, Усман это сколько любит делать. приносите ли вы деньги каналу, сколько это приносит Знаете, вообще, и может приносить это- как бизнесу. Вот сегодня, как бы, по большому счету, нет таких проектов, которые принесли бы деньги каналу. Как бы все проекты, по большому счету, убыточные, они как бы работают, проекты госзаказа. Мы делаем госзаказ. Поэтому, по большому счету, как бы нам платят зарплату, вот мы делаем этот проект. Так а в чем смысл тогда вести эти убыточные проекты? Зачем? Ну, есть государственный канал, который как бы вот должен выполнять госзаказ. То есть мы должны формировать как бы музыкальную культуру, и национальную культуру, и там эстрадную, классическую культуру. То есть это есть как бы... То есть государство заказывает нерентабельные проекты? Вы знаете, государство Да, заказывает не конечно. для того, чтобы они приносили деньги, а для того, чтобы они формировали вкус. И у вот телезрительской аудитории. ваши фестивали — это то, что формирует вкус, в принципе. Ну, будем так говорить, музыкальный Но вы же вкус. сами себе противоречите. Вы сказали, что вы не слушаете попсу,
вы любите, вы называете ту музыку, которую слушаете вы серьезной, и тем не менее называете то, что вы производите и показываете по телевизору, музыкой, которая формирует хороший вкус. Нет, Как-то у меня ну, я уже не могу же крутить, разрыв это- мозга наступает. Я То тебе есть, рассказываю, Усман, я же не могу крутить целыми днями классику, да, как бы, вот, ну, серьезную музыку, да, или, мне кажется, да, ну. или же джаз-рок, да, как бы. А попса тоже, она достойна, имеет право на жизнь, среди попсы тоже есть достойная музыка, а, по крайней мере, это музыка для большинства людей, поэтому я считаю, что так может, она все все-таки имеет право на отупляет жизнь. или формирует вкус? Вот такой? Притупляет. Она не притупляет, а где-то она формирует. Конечно, в основном толпа слушает, ну, телезрители слушают больше такую легкую музыку, эстрадную музыку, поэтому как бы... Вот послушал она что-то тоже- там, Сенсиус Берден или Селяви, да, и что-то у тебя сформировалось? Такое? Но после соляви только определенное может сформироваться. Не, ребят, ну это, ну, можно придираться к одной песне, к другой песне. Ну, в общем-то, у нас должна какая-то вот комсатарская, будем говорить, так эстрада формироваться как-то. А есть она должна вообще быть. у нас? Ну, конечно, есть. А почему ее нет? А сколько у нас Хорошо, артистов? вот назовите примеры. Я, кстати, назову. Мне очень понравилось из попсы, то, что я запомнил, «Гузель», песня «Изумруд», это года 2-3 назад. Мне кажется, очень, очень достойно было, как для попсовой музыки такая песенка. Но это единственное, что, опять-таки, я вспомнил Усман, сейчас. знаешь, Назовите те примеры качественной, хорошей попсы. Ну, Сегодня. Да. Знаете, вообще, На вашем фестивале. Ребята, вот сегодня хотим или не хотим, да, вот на сегодняшнем этапе вот крымско-татарская музыкальная культура, вот она вот такая. На сегодняшнем какая? этапе. И подождите, я вам Вот привел такая, пример какая- сам. Да, вот такая, какая она есть, да? Вот такая, что какая она есть, бывает. Завтра это будет другой, послезавтра вот она вот такая. А мы всего лишь показываем то, что есть. Вот мы говорим, вот она вот такая. Вот они сегодня вот это поют. То есть вы не меняете ее, вы просто показываете то, что есть. Ну, в основном, вот, а как мы ее будем менять? Но А кто её будет формировать ее, менять? вот вы же вкус соберетесь формировать. Мы отсекаем, если это совсем бездарно, это совсем, если это, мы это, конечно, отсекаем. Ну, а вот, стараемся показать скажем так, лучшее. Я не представляю на Это- вашем это, фестивале по крайней мере, самое лучшее, такую то, что артистку, есть. как Эльвира Сарахалил, например. Да? Вот, ее трудно себе представить на шелеле. Или возможно, чтобы такая Почему артистка она может появилась. прекрасно... Она у нас всегда принимала участие, когда Да? начинала. Конечно, Сара Халилова была еще маленькая девочка, она пела в дуэте с Марленом. Вот, ну, сейчас То есть артистята- Сара Халил и Джамала, вот они вот маленькими девочками как-то... Они начинали еще. у Ну, нас первый есть- толчок. Да, и как-то А потом... у нас- вот- не, у нас, Потом о них шелеле забывал, или они о шелеле забывали? Что происходило? Почему дальше уже они с уезжали сформировавшимся артистами они не уезжали появляются у вас? учиться, они уже уезжали учиться. Ну, и сегодня Сара Халилова, как-то вот я ее увидел в ваших программах всего лишь. Знаете, это от артиста зависит. Если артист хочет пиариться, да, хочет быть интересен, да, как бы телезрительской аудитории. Он то найдет $100. Он не $100, он найдет нас, как бы, и найдет варианты, как бы, ну, засветить свое творчество на экранах. Если ему это не интересно, да, как мы за артистом не будем бегать, как бы это артист, это инициатива от артиста идет. Какая самая большая сумма, которую вам предложили за участие в одном из ваших проектов? Или лучше так, самую большую сумму, которую удалось получить. Это другой подход, да? Я вам скажу, когда на протяжении 8 лет, когда мы делали Восточный базар и делаем, да, приезжали артисты и вот говорили, давайте вот мы займем гран-при, оставим вам гран-при, там еще сверху дадим там такую же сумму. Вот бывало такое. Ну, мы, естественно, не соглашались, потому что как бы есть лицо, есть достоинство, поэтому это не главное. А какие у вас еще мечты вот в музыке? Есть амбиции что-то Это мой сделать? вопрос про Да? мечты. Ладно, все, я действительно украл. Это плагиат. Вот. Считайте, что вы не слышали, задавайте. Считайте, что основной вы уже задал. Какая у вас музыкальная мечта? Вот пик карьеры для вас, это что? Пик карьеры, вот тот проект «Восточный базар», который мы делаем, хочется, чтобы его узнал весь мир. Вот мы его как бы... А у вас есть уже какой-то конкретный рецепт? Нужно сделать вот это и вот это. Есть рецепт. И в чем конечно, он да. заключается? В чем заключается? Ну, сделать хороший такой телевизионный контент. То, что мы и делаем, вот степ-бай-степ. Так может, Мы все-таки идем. нужно фронтлайнеров позвать? Ну, возможно, будет на каком-то этапе мы их тоже пригласим. Это был Сейран Мамветов, музыкальный продюсер, музыкант, который слушает серьезную музыку, но делает те фестивали, о которых вы хорошо знаете, и считает, что это формирует хороший вкус. Саумс. Саумс.